Еще один боеприпас залетел со стороны Украины на российскую территорию. Об этом сообщили в правоохранительных органах Ростовской области. Воронку в поле на одном из участков границы обнаружили около полуночи. Снаряд не взорвался, место его падения сейчас оцеплено. В ближайшее время саперы начнут обезвреживать боеприпас. Тем временем бои на юго-востоке Украины продолжаются. Ополченцы сообщили о серьезном военном успехе. Они сумели взять под контроль приграничное село Степановка в Донецкой области. В свою очередь, украинские силовики заявили о захвате другого стратегически важного пункта. Речь идет о поселке Новосветловка. Оттуда можно контролировать автомобильное сообщение между двумя республиками. В самом Донецке артиллерийские обстрелы возобновились. Накануне под удар попала территория совхоза Широкий. По словам очевидцев, украинская армия использовала снаряды с фосфором. Украинский кризис стал одной из главных тем телефонного разговора между Владимиром Путиным и главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозо. Политики обсудили перспективу мирного урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Зашла речь о последствиях недавнего подписания Киевом соглашения об ассоциации с ЕС. В связи с этим Путин и Баррозо договорились провести консультации в трехстороннем формате на высшем уровне с участием украинского лидера. В ходе этих встреч будут обсуждаться вопросы поставок газа западным державам. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Баррозо условились продолжить контакты, в том числе в ходе возможной личной встречи. Время и место ее проведения будет согласовано позднее. Сегодня в больницах Ростова-на-Дону борются за жизнь детей-беженцев с юго-востока Украины. Впервые местным врачам пришлось столкнуться с пулевыми ранениями у маленьких пациентов. Дети и подростки пережили сильный стресс. Гражданским медикам приходится обращаться за помощью к военным хирургам. О диагнозах и шансах на выздоровление Михаил Антропов. 17-летний Николай из украинской Горловки. Когда город оказался в зоне боев, погиб его старший брат. После этого Николай, его младшая сестра и мама, с трудом найдя проводника, отправились в опасный путь к границе. По дороге машины с беженцами попали под прицельный огонь. По беззащитным людям стреляли из автоматов. Были ранены еще два водителя, проводник. Одного ребенка 3 года насмерть убила. И еще моя сестра младшая была ранена в руку. 3-летняя сестра Николая находится здесь же, в областной детской больнице. Мама раненых детей весь день ходит от одной палаты к другой и не может удержать слез, хотя, по словам врачей, жизни юных пациентов уже ничего не угрожает. К сожалению, в этом году столкнулись с ранениями детей. Пулевые ранения в область легких, перебиты пулями рука-нога у ребенка, ранения в область живота. Наши хирурги работают в тесном контакте с военно-полевыми хирургами госпиталя. Не бойся, все хорошо. Давай послушаем. Маленький Родион и его мама из Луганской области. После вынужденного переезда в Россию они поселились у родственников в Новошахтинске. О болезни узнали несколько дней назад. Врачи поставили диагноз – острый лейкоз. В Ростове у Родиона есть все шансы на выздоровление. Большинство маленьких пациентов с таким диагнозом врачам областной больницы удается вывести в состояние ремиссии. Экстренность и серьезность его болезни требует начала лечения здесь и сейчас, что мы уже и делаем с момента его поступления, буквально с первой минуты. И все, что у нас есть, лекарства, оборудование, труд медицинского персонала, все используется совершенно так же, как и используется для детей граждан России. Врачи предпочитают об этом не говорить, но на самом деле гражданство таких пациентов все же создает определенные сложности. Родиону придется лечиться примерно полгода. Кто оплатит дорогостоящие обследования, лекарства и процедуры, пока непонятно. Лечение украинских граждан в России сейчас финансируют в основном бюджет и благотворительные фонды. Больницам приходится использовать также деньги, полученные от платных медуслуг. По словам врачей, идеальный вариант, если беженцы, нуждающиеся в дорогостоящей медицинской помощи, как можно скорее получат российское гражданство, которое дает право на медицинский полис.